Эмма, вы являетесь еще и руководителем ансамбля народного танца «Адыги». Дети наверняка тоже танцуют в вашем ансамбле? Танцуют. Танцуют. Ларисины дети были... Даже Ларисины дети танцуют? Да, Ларисины дети и дети Заура, это были те, с которых мы начинали, скажем так. В 2000 году мы открыли эту школу. Как раз это была Заура Нажидовича мысль. Очень хотелось. Мы ее, скажем так, у нас тогда были очень скромные мысли, просто обучить детей московских адыгов танцевать родные танцы, с тем, чтобы они могли приехать там к бабушкам, к дедушкам и достойно на уровне тех, которые там живут, танцевать. Вот такие скромные задачи Представить ставились. московских адыгов. Да, да. Но прошло время, год-другой, и мы стали понимать, что этого недостаточно, потому что очень много мероприятий проходит в Москве, где люди разных национальностей так или иначе себя показывают. Ну, я вот перехожу с одного на другое. Ничего и вот страшного. первые, которые были, как раз это вот у Ларисы девочки-близняшки, и у Заура трое детей, и вот они все танцевали в первом составе. Ну, Ларисины научились, уже стали учиться, ушли. А у нее еще был маленький мальчик тогда. Тогда уже он был маленький красавчик, Артурчик. Я все говорила, когда ты будешь ходить на танцы? И он говорил, они не умеют танцевать, я не буду с ними танцевать. И вот он дождался, когда стали танцевать гораздо серьезней, и он стал ходить на танцы сейчас. Понятно. Ну, вот сейчас, если вы обратите внимание, как раз на плазмах в нашей студии показывают отрывки из выступлений вашего А Заура коллектива. девочка танцует до сих пор, и танцует очень успешно. Мальчики ушли в борьбу, как многие наши. Вот, кстати, я хотела сказать вот по поводу поведения, да, вот вы говорили, я сидела... Не обязательно, что это родители сделают замечание. Вот, скажем так, у нас сейчас ансамбль, ну там, больше 100 человек. Я им совсем не родитель. Но вот перерыв, да, когда все устали, попадали на маты, отдыхают, я подхожу, мне надо что-то кому-то сказать, и они встают, независимо от того, что уже устали, хочется отдохнуть. Вот недавно вернулись с фестиваля в Праге. Мы ехали в автобусе вместе с коллективом детей, и как неправильно расселись. И я стала делать замечания другим. Я говорю, вы сели не на свои места. Там, и девочка что-то так, там, вот, там какие-то оправдания стала. И Джульетта Гигеева, она такая. Ну, я не успела даже рот раскрыть, то есть я хотела дальше, она говорит, прекрати пререкаться со старшим. И таким, то есть одно дело, знаете, взрослый человек, это совсем другое дело, говорит, девочка, ее же ровесница. Девочки, которые это сказали, у нее такие глаза стали, она так удивленно посмотрела на нее, на меня и замолчала. То есть на самом деле это... Они себе не представляют, как это может быть. Ну, Эмма, сегодня в конце программы мы еще с вами увидим выступление ансамбля. Он порадует надеюсь. нас своим... Даже не сомневайтесь, выступление будет. Вернее, частью ансамбля, Частью потому ансамбля. что здесь площадка маленькая. Да, 100 человек у нас, к сожалению, сегодня в студии Да. не поместится. Ну, Но к 100. следующему разу мы обязательно подготовимся.